жизнь, размышляя о жизни, размышляя о том, что было, мечтая о том, что будет. Каждый раз видишь разницу того, какой была твоя жизнь, что тебе пришлось пройти, зачем тебе нужно было это проходить и к чему тебя Бог привел. Знаете, когда сейчас, может, вы оказались в сложном положении, вы оказались без денег, одинокими, брошенными, то вы не говорите: вот к этому меня Бог привел, потому что на самом деле это как раз какой-то порог, какой-то барьер, какая-то ступень, через которую Бог приведет вас к тому, к чему хочет привести. Часто мы неправильно оцениваем то, что с нами происходит. Я в жизни увидел одну удивительную вещь, что Бог, Он допускал какие-то сложные моменты, тяжелые моменты. Я бы сказал, и думаю, меня сейчас многие люди поймут, необъяснимые моменты. Они точно в это время, когда ты их проходишь, необъяснимые. Но Бог их допускал ради других людей, чтобы спустя время, когда у тебя все будет по-другому, когда ты будешь далек от этой проблемы, но ты помнил, ты понимал, ты буквально понимал бы тех, кому сейчас крайне тяжело, кому сейчас крайне трудно, кто находится в самом тяжелом, может, положении, а ты там был. И поэтому ты можешь говорить об этом, ты можешь человеку дать надежду. Дух Святой, Он проводит нас через какие-то сложности не для того, чтобы причинить нам боль. Я сейчас переживаю помазание. Не для того, чтобы мы пережили какие-то страдания бессмысленные. Нет, друзья, Дух Святой, когда ведет нас, когда мы служим, мы преданы Ему, и вдруг мы видим, что мы проходим какое-то поприще, какую-то долину, мы проходим какие-то трудные обстоятельства. Зачем это? Это не бессмысленно. Это ради того, чтобы кто-то, кто с тобой встретится через время, через тебя получил помощь. Дух Святой делает тебя способным, буквально способным послужить определенной категории людей. Кто не переживал, знаете, проблем со здоровьем, но разве он поймет тех, кто сейчас на смертном одре? Если кто-то умирал, то он как никто поймет такого человека. Сострадание поселяется в наших сердцах. Знаете, одно из назначений того, что с нами происходит, это сделать нас совершенными служителями для людей. И вот мы, бывает, неправильно оцениваем то, что с нами происходит. Вы знаете, вот этот момент, когда у нас все плохо, мы думаем, что это и есть то, к чему нас привел Бог. Но это не то, к чему нас привел Бог. Это через это нас Бог приводит к чему-то, что будет и будет великим. И я чувствую, что я должен прочитать вам одно очень важное место из Библии. Размышляя о жизни, вы должны держаться Слова Божьего и понимать. Я сейчас листаю, и помазание на мне усиливается и усиливается с каждой секундой. 61 глава Исаии, пророка, которая начинается: «Дух Господа Бога на мне,
И вся глава, она говорит о действии Духа Святого в жизни человека. 7 стих говорит: «За посрамление вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них». О Боже! Получается, когда ты проходишь какие-то страдания ради людей, и когда ты остаешься верным, когда ты в своем сердце ты говоришь: «Господи, я знаю, что Ты со мной, что Ты со мной даже когда все меня оставили». И Бог, бывает, хочет остаться с тобой один на один. И когда ты хочешь с Ним остаться один на один, ты даже не осознаешь, что в какой-то момент какие-то люди, они отвернутся от тебя, которые придавали твоей жизни какую-то защищенность, придавали тебе чувство, что ты не один. Но как раз это и есть путь — остаться с Богом один на один. И вот этот момент очень бывает важный, но без понимания крайне болезненный. Об этом можно рассуждать без боли, но проходить без боли невозможно. Но когда мы проходим это, мы должны знать, что за посрамление вам будет вдвое. То есть за каждое страдание, которое мы проходим, за вот эту боль, за какие-то страшные вещи, бывают, которые нам приходится пережить, говорится, нам будет воздаяние от Бога, от Духа Святого. Это Его обетование, это вся глава. И дальше говорится, за поношение они будут радоваться своей доле. То есть, оказывается, ты смотришь на себя и думаешь: вот это моя доля, вот эта вот доля моя, я в уничижении, я разбит, я, может быть, нищий, я, может быть, в долгах. Послушайте, Бог говорит: нет, твоя доля будет такой, и она такая и есть, которой ты будешь радоваться. Мне так нравится, как тут написано дальше. Говорится, потому что в земле своей вдвое получат. Вот знаешь, есть момент, то есть земля обетованная, и вот этот момент твоей земли обетованной, ты в нее входишь. Рано или поздно Дух Святой тебя вводит туда. И Он говорит, там ты получишь вдвое. И вот они, эти слова, они потрясающие. Веселье вечное будет у них. Веселье вечное будет у них. То есть веселье. Ты только начинаешь верить, что все будет хорошо, и вдруг все плохо. И это борьба. Я знаю, что мы можем устанавливать какой-то порядок в обстоятельствах нашей жизни, в каких-то событиях. Мы можем влиять на предстоящие события. Размышляя о жизни, я вижу, что каждый из нас, мы можем свою жизнь делать абсолютно другой, и себя делать абсолютно другим. Но есть вещи, назначенные Господом, которые ты проходишь независимо ни от чего. Господь, Он тебя формирует. И вот здесь ты должен знать, что когда ты проходишь трудное время, не ошибайся никогда, не ошибись, не скажи, что вот это и есть то, к чему я пришел. Нет, это просто порог, через что ты придешь, потому что написано в этом стихе: веселье вечное будет у них. И вот это веселье вечное, это, знаете, значит не временное, а вечная радость. Не временное какое-то, знаете, вот ты временно успокоился, а это будет постоянно. Господь, Он так делает, друзья. Вот ты читаешь, когда книгу царств, 1, 2, 3, 4 царство,
И там описывается история жизни разных людей. И пишется о Давиде, который все время воевал. И его предназначением было отвоевать землю. У Иисуса Навина было предназначение завоевать землю. Но ко временам Давида уже все эти хананеи, ферезеи, гергусеи, они опять начали захватывать землю. И Давид, он отвоевывал землю. Но потом, когда стал царем Соломон, то говорится так, что «И успокоил Господь его от врагов его». И так вот говорится за некоторых царей: «И успокоил Господь Израиль от врагов его». И вот здесь сегодня, там вот, где ты находишься, в твоей жизни, в той точке, где, может, все кипит, ты должен знать, придет день, когда Господь успокоит тебя от всех врагов твоих.